Заслугами этих людей поистине можно гордиться. Одни спасают жизни, другие радуют глаз привередливого зрителя. В зале славы собрались люди разных профессий и сфер деятельности. Каждый из них, без сомнения, заслужил эти награды. Выступая перед собравшимися, глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поздравил с Днем России 28-летием образования республики всех присутствующих и отметил, что церемония в нынешнем году особенно знаменательна. Она проходит в год 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России и 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Руководитель субъекта подчеркнул, что сегодня Ингушетия твердо идет по пути укрепления своей государственности, экономического развития, сохранения и расцвета национальной культуры. К своему 28-му дню рождения республика подошла с неплохими результатами. Основные социально-экономические параметры имеют положительную динамику в полном объеме. Исполняются социальные обязательства перед населением. Успех региона определяется не только экономическим показателем, уровнем жизни, но и общественной политической стабильностью. Общественно-политическая ситуация в республике можно характеризовать как устойчиво стабильную. Она уверенно контролируется органами государственной власти всех уровней. Все перечисленные наши экономические вопросы, социальные обязательства, они невозможны, если у нас как раз не будет общественно-политической стабильности. Мы должны друг друга видеть, слышать и друг другу помогать в этом. Наша сплоченность позволит нам каждый параметр экономики, социальной сферы улучшать, если вы борт боложди, вы нигат илуцанюлыш, вы дадолхи, у нас все будет хорошо. Позитивные изменения, которые происходят в жизнедеятельности республики, стали возможны благодаря усилиям нашего трудолюбивого народа. А вы являетесь одними из лучших его представителей, вносите неоценимый вклад в становление нашей республики. Именно вы – главное богатство республики, ее слава и гордость. Потому что честно и добросовестно делаете свою работу. Ежедневно кропотливым трудом заслуживаете всенародное признание. Насрудин Таутиев сегодня получил звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Являясь доктором-травматологом, за 26 лет работы успел спасти тысячи человеческих жизней. Он успешно внедряет инновационные методы лечения больных. По его словам, эта профессия является призванием для него. В первую очередь я хотел бы всех поздравить с Днем нашей страны, пожелать всем стабильности, достатка, взаимоуважения, самоуважения. Вот. Моя работа предполагает работу с людьми. Понимаете, когда делаешь то, что должен делать, и вместе с тем обращают на это такое внимание, как звание заслуженного врача страны, это очень приятно. Лейле Тамасхановой вручили почетное звание «Народный писатель Республики Ингушетия». Она начала писать еще в школе. В 5 классе ее первые стихи были опубликованы в газете «Пионерская правда». Сегодня она главный редактор журнала «Литературная Ингушетия», член Союза писателей России и автор около 20 книг. Пишет Тамасханова для детей и взрослых на ингушском и русском языках. Своей награде она очень рада. Конечно, такое благостное состояние, когда ты чувствуешь, что тебя заметили, оценили, рады тебе, ты нужен этой республике. Поэтому, конечно, это в одно и то же время и ответственность большая, ну и, конечно же, огромная радость. Среди наград, которые сегодня вручаются, есть одна необычная – диплом «Горячее сердце». Его удостаиваются люди, совершившие отважные и мужественные поступки в сложных жизненных ситуациях. Эту награду получает Амир Цичоев, студент пожарно-спасательного колледжа. В трудную минуту парень оказался готовым прийти на помощь людям, которые были в беде. В прошлом году его решительность помогла спасти тех, кто оказался в зоне взрыва на автозаправочной станции в городе Сунжа. Я как шел домой, сразу увидев людей, которые начали подходить, помогать, там, скорую передавать их, там, тушить, помогал пожарным и там все, что в моих руках было. Мне очень приятно, что мой скромный поступок отметили и наградили
Спасибо большое. Участники такой церемонии всегда и везде являются собой яркий пример ответственного отношения к делу, инициативности и профессионализма. Эти слова относятся и к награждаемой орденом за заслуги Елене Савиновских, общественному деятелю. Она внесла большой вклад в развитие разносторонних отношений между Республикой Ингушетия и Челябинской областью. Я, в общем-то, провожу как мостик между Республикой Ингушетия и Челябинской области. И поэтому мне дали орден за заслуги, дружбу и сотрудничество между Республикой Ингушетия и Челябинской областью. Я даже стихотворение сочинила. «Мы гордимся тобой, Магас, всегда мы с тобой. Магас, тебе мы верны, ведь ты есть честь и слава страны. Твои горы и башни веками стоят, озер и рек твоих быстрых лесов и полей нет в мире прекрасней, чистей, нет сердцу милей. Надежда России, ее часовой, хранишь ты, любимый, отчизны покой». Жанна Мациева вот уже 27 лет работает в администрации главы региона. По ее словам, они успели застать времена становления Ингушетии. Это сейчас республика состоялась, а в те непростые годы пришлось вложить немало сил и времени, отмечает Жанна. Из рук главы Ингушетии она получила почетную грамоту президента России. Я очень рада, что мой скромный труд получил такую высокую оценку главы страны нашей. Мне очень приятно, что такой праздник, накануне такого замечательного праздника Дня России, прошло это награждение. Хотелось бы выразить слова благодарности всем, кто принимал участие, кто оценил мою работу так высоко. Кроме этого, хотела поздравить всех наших граждан, всех моих соотечественников с таким замечательным праздником, с тем, что мы прошли такой большой путь для нашей маленькой республики, столько лет становления. Ахмед Ильянов и Зара Базоркина получили из рук главы Ингушетии медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Они много лет отдали сцене, сыграли в десятках спектаклей. Столько же было и постановок по различным пьесам. Внесли огромный вклад в развитие культуры нашей республики. И, наконец, награда нашла своих героев. Всегда признание чего-то, того, что ты делаешь, это всегда приятно, конечно. Да, в республике уже давно я имею звание, высокое звание народной артистки Республики Ингушетия. Я этим очень горжусь. И считаю, что я уверена, могу смело об этом сказать, что я стараюсь оправдать это звание. Я работаю, я люблю свою работу. И для меня важно не то, как я лично позиционирую себя, да, в этой сфере, а то, что полезного могу я сделать для своего народа в области культуры. Это очень волнительно. И это волнительно для меня, как для человека, в принципе. А это очень весомо и очень ответственно, потому что неважно, отметили сегодня меня, будь бы на моем месте кто-нибудь другой, я был бы счастлив, потому что все-таки отметили представители нашей республики в федеральном центре. С этой точки зрения это очень весомо и очень важно. Государственных наград из рук главы региона удостоились несколько десятков человек. Завершая встречу, Махмуд Али Калиматов отметил, благодаря усилиям этих людей республика уверенно шагает в будущее. Но останавливаться на достигнутом, конечно, не стоит. Каждый из вас заслуживает самых теплых слов благодарности. Вы профессионалы высокого класса, достигли больших высот на своем поприще, внесли вклад в развитие республики и сегодня получаете заслуженные награды. Уверен, что вы и впредь будете активно участвовать в осуществлении значительных преобразований, которые нам предстоит во всех сферах жизни республики. После торжественной церемонии награждения по традиции фото на память. А глава республики добавляет, каждый житель Ингушетии должен стремиться к тому, чтобы его имя было увековечено здесь, в этом зале памяти и славы, а значит и в истории республики. Светлана Томова, Асхат Белакиев, Рахман Цуров. Новости 24.